Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И начнем мы с такой новости. Сегодня так называемый суд должен в оккупированном Крыму рассмотреть иск Казима Аметова в связи с бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство условиями содержания под стражей ВВС Бахчисара и в СИЗО номер 1 Симферополя. Я напомню, что Казим Аметов, Бекир Дигирминджи, Асан Чапух и Руслан Трубач были задержаны 23 ноября 2017 года. Мужчин обвинили якобы в вымогательстве денег от гражданина Турции, который задолжал их ветерану национального движения Виджея Кашка. В ходе спецоперации по их захвату, их захватывал российский ОМОН как каких-то террористов. Так вот, во время этой спецоперации Виджея Кашка стало плохо, она умерла в карете скорой помощи. А после полугодового содержания под стражей оккупационный суд изменил меру пресечения задержанным, в том числе 3 фигурантам этого так называемого дела, а в том числе и Казиму Аметову, на домашний арест. А потом их фигуранты приговорили на 3 и на 3,5 года условно. И вот сейчас Казим Аметов пытается в суде, в оккупационном крымском, доказать, добиться компенсации за бесчеловеческое содержание в СИЗО и ИВС. И с нами на связи Рустем Камилев, адвокат. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Рустем, расскажите подробности. Суд сегодня состоялся. Что это была за стадия? Есть ли какой-то результат? Да, сегодня суд состоялся. Сейчас у нас проходит стадия подготовки, так скажем, к рассмотрению по существу. Мы, как истцы, соответственно, представляем свои ходатайства, свои уточненные исковые требования. А сторона ответчик также должна представить по требованию суда определенные бумаги, то есть это журналы, в которых отражается содержание Казима Аметова, в каких камерах он содержался, условия содержания, то есть нами было соответствующее заявлено ходатайство, и вот эти бумаги сейчас мы подготавливаем. То есть сейчас суд подготавливает вот это все для того, чтобы рассмотреть дело по существу. Напомню, что уже по этому делу подано соответствующее заявление, соответствующее и в Европейский суд по правам человека, вот, и оно принято, коммуницировано. Поэтому сейчас вот идет вот такая стадия, и следующее заседание у нас назначено на 18 января на 12:30. Вот, соответственно, сторона ответчик должна предоставить те документы, которые сегодня суд у них запросил. Ну, на протяжении 2 или 3 заседаний мы видим, что сторона практически не готовится к судебному заседанию, вот, и не представляет вот эти вот бумаги, которые требует суд. Вот, посмотрим, как будет развиваться событие в этом направлении и какие доводы, так скажем, сторона ответчик будет использовать, У вас есть представлять. У вас есть надежда, что вы сможете выиграть это дело против системы? Вы знаете, будем думать, что возможность, может быть, такая есть. Вот, конечно же, ту компенсацию, которую, наверное, запрошен в иске, суд не удовлетворит, будет удовлетворено частично, может быть. Это предположения, конечно, мои. Вот, ну, все возможно, а может быть и нет, естественно, и тогда уже а, будем отстаивать эти интересы в Европейском суде по правам человека, так скажем. Вот, и соответствующая компенсация там будет. Ну, там компенсацию же будут требовать с России, а Да, Россия, естественно. а Россия уже изменила свое законодательство так, что она считает приоритетным свое национальное право над международным. Это значит, что она может не исполнять решение ей исключать? Э, н-
в этой части здесь не сможет не исполнять. Почему? Потому что Россия находится сейчас также в Европарламенте, и мы знаем, что приняли обратно, так, так сказать. Поэтому эти обязательства на ней остаются. И, ну, опять прогнозировать что-то и говорить наперед, конечно, не возьмусь. Почему? Потому что все возможно. И э, как себя будут вести стороны в данной ситуации, непонятно. Но по крайней мере, суд ведет себя как-то вот, знаете, э, можно сказать, что э, пытается показать состязательность сторон, то есть пытается показать, что, ну вот, вы не представили, вплоть сегодня даже вот судья сказала в адрес представителя ФСИН, что если не будут представлены документы соответствующие, тогда в следующий раз я вам выпишу штраф, вплоть до такого. Поэтому ну, смотрим как. А насколько какой временной срок борьбы вы рассчитываете? Сколько это, как по вашим оценкам, будет продолжаться? Э, Я, честно, не могу сказать, потому что вот уже на протяжении 2, ну, 3 месяцев уже мы начали вот это все. Еще в сентябре месяце, так скажем, да, в сентябре, в конце сентября, вот началось, был подан иск соответствующий. Вот и, ну вот на январь, то есть у нас месяц сейчас перерыва для того, чтобы ФСИН соответствующие бумаги все эти подготовить. А что в исковом заявлении у Казимаметова? На какую компенсацию он рассчитывает? Ну, Казим Аметов рассчитывает на то, он на 500, где-то 500 тысяч рублей была оговорена сумма. Вот, соответственно, там были расчеты, исходя из компенсации Европейского суда по правам человека за подобные, так скажем, бесчеловечные условия содержания людей в следственных изоляторах. Вот. И ну, посмотрим, как дальше все это будет развиваться и ну, насколько суд удовлетворит наши исковые требования, пока это остается неизвестно. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Спасибо. Спасибо, Роман. Спасибо вам. Рустем Камилев, адвокат, о деле Казима Аметова, который в связи с бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство условием содержания и, скажем так, незаконным содержанием под стражей ВВС Бахчисарая, а потом в СИЗО Симферополя, подал иск на службу тюремных исполнителей, оккупационную службу ФСИН, требуя моральной компенсации за те нечеловеческие условия, в которых он оказался. Собственно, тема политических преследований по политическим и религиозным мотивам была одной из главных тем этого года. И сейчас мы ее продолжим с нашим следующим гостем, членом Меджлиса крымско-татарского народа и руководителем Крымско-татарского ресурсного центра Искандером Бариевым. Он с нами на связи. Селям алейкум. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Аслам Шашин Старолсов, добрый вечер. Селям алейкум. Как вы оцениваете этот год, который провели крымчане в оккупированном Крыму с точки зрения нарушения их прав и политических преследований? Стал ли этот год более, скажем так, горячим, или эти политические репрессии идут на убыль, или они вот просто поддерживаются на определенном тонусе? Вот можете охарактеризовать этот год с точки зрения защиты прав человека, их нарушения в оккупированном Крыму? Ну, в первую очередь я хочу обратить внимание на то, что пока этот год не закончился, понятно, что остаются считанные дни, но мы еще в своих отчетах говорили неоднократно, когда мы даем информацию в динамике и анализ динамики, и, соответственно, мы обратили на следующее внимание, на следующие тенденции. Ну, во-первых, количество, конечно, обысков
и количество там задержаний, и допросов, они были уменьшены. И мы это в первую очередь связываем непосредственно с тем, что была пандемия коронавируса. То есть коронавирус, он сыграл свою роль в этом плане. Это на наш взгляд. Что касается конкретных действий самих оккупантов, то относительно судов, практически сравнивая с 2019, сравнивая с 2018 годом, но особо количество арестов не изменилось. Это связано с тем, что были как новые аресты, так и были вынесены решения оккупационных судов о продолжении арестов и нахождения, пребывания наших соотечественников в застенках ФСБ. Далее я хотел бы обратить внимание на следующие процессы. Первое, конечно, очень важно обратить внимание на то, что именно за этот 2020 год оккупанты системно вели работу и продолжают вести работу, чтобы усилить российское законодательство и через усиление российского законодательства усиливать репрессии в отношении наших граждан. Это связано и с тем, что так называемое всеобщее голосование с целью внесения изменений в Конституцию. Потом мы видим следующее, что после внесения в Конституцию появляются и указы президента Российской Федерации, и появляются изменения и дополнения либо в действующее российское законодательство, либо в действующее, либо появляются новые законы. И в контексте именно связи с терроризмом и так далее. То есть вот сегодня как раз на конференции я говорил об этом, о двух законах от 2016 года, которые в том числе усилились. Следующая тенденция — это, конечно же, усиление сроков в отношении наших граждан. То есть мы заметили, что в 2020 году много было случаев, когда переводили, к примеру, из части 2 в часть 1, то есть причастие и непосредственно организация, и, соответственно, увеличивали сроки. И мы видим, что наши соотечественники получали максимальные сроки, то есть так называемая прокуратура запрашивала достаточно большие сроки, и, по сути дела, судьи выносили подобные решения, и наши соотечественники получили сроки от 13 до 17 и до 20 лет лишения свободы. Я хочу обратить внимание на то, что в течение этого года оккупанты продолжали в первую очередь преследовать людей по религиозному признаку, активно использовали электронные технологии, то есть прослушку как в мечетях, так и прослушку в частных домах. И я об этом заявлял на ОБСЕ, когда было совещание посвящено именно использованию современных цифровых технологий. И здесь мы явно видим, что с помощью современных цифровых технологий оккупанты вмешиваются непосредственно в процессы и в личную жизнь, нарушая право на личную жизнь. Еще хочу обратить внимание относительно той статьи, когда увеличиваются сроки в отношении призывов с помощью средств массовой информации. Вот по такой же статье я прохожу, и ужесточаются сроки. Ну и, конечно же, Российская Федерация активно в Крыму берет под контроль провайдеров, заставляя их покупать более дорогое оборудование для того, чтобы хранить у себя, чтобы они хранили у себя всю информацию, которая проходит через интернет, через социальные сети. То есть мы видим, что системность работы оккупантов под взятие под контроль наших граждан на оккупированной территории, она продолжается. И, соответственно, российская власть всячески пытается, демонстрируя и заявляя о том, что национальное право превыше международного права, таким образом усиливать национальное право, чтобы был инструмент для оказания давления на наших граждан. А вот эта вот репрессивная системность, это связано, скажем так, с профилактической работой или действительно сопротивление оккупации в Крыму не прекращается и идет просто такое целенаправленное запугивание, которое не удалось людей сломить и не удалось их запугать?
Но я считаю, что в любом случае и в любой системе, когда репрессивная машина начинает любого государства, начинает оказывать сильное давление и не дает возможности реализовываться гражданам, а это характерно в первую очередь для авторитарных режимов, для оккупированных территорий, то, соответственно, здесь даже когда мы говорим о сопротивлении, мало того, что есть определенная позиция у людей, и с другой стороны, сама попытка близких родственников защитить своих же ближайших родственников, это уже превращается в определенное сопротивление, в борьбу, в ненасильственную борьбу. И поэтому оккупанты, конечно же, пытаются таким образом предпринимать превентивные меры, скажем, не допустить или запугать, или взять под контроль, или выдавить, как мы неоднократно уже говорили, выдавить неугодную часть населения в Крыму для оккупантов, чтобы они выехали за пределы Крыма. И они от этой политики не отказываются, и любая оккупационная власть, она действует всегда так. И для Российской Федерации это не новое. И поэтому, с одной стороны, они заселяют Крым с собственным населением, которое уже адаптировано или готово, или воспитано вот в этом режиме. И с другой стороны, максимально пытается выдавить ту часть населения, которая готова или пытается сопротивляться. Но я думаю, что то, что наши граждане все-таки достаточно активны, достаточно публичны и достаточно самоорганизованы, это уже говорит о том, что есть сопротивление. И для нас на данном этапе важно, чтобы наши граждане вели грамотную, ненасильственную борьбу, потому что это дает возможность играть в долгую и, соответственно, оказывать противодействие Российской Федерации на международном уровне. Ну, вы уже заговорили о коронавирусе. Не кажется ли вам, что оккупанты умудрились и эту пандемию превратить в репрессивный такой инструмент против жителей полуострова? Однозначно, да. Действительно, в этом году мы сталкивались с такой проблемой. Но при всем том, мы сразу же видели две стороны одной медали. Да? Когда, с одной стороны, якобы для превентивных мер или для профилактики распространения коронавирусной инфекции, они в том числе и предоставляли предостережения нашим активистам, заявляя о том, что якобы из-за санитарных мер больше нет необходимости проводить массовые какие-то мероприятия. Да, даже одиночные пикеты. Даже одиночные пикеты. Да. Да, но с другой стороны, если вспомните, на так называемый День Победы или всякие мероприятия, посвященным этим торжествам, они проводили и пробеги, автопробеги, любые другие публичные мероприятия с портретами Сталина, но при этом в этом случае не было никаких санитарных норм. И поэтому здесь на это нужно уделять внимание. Что касается коронавирусной инфекции, я бы все-таки еще уделял бы внимание, и мы призывали все-таки наших граждан, и мы планируем все-таки эту кампанию довести до ума, фиксировать всех ближайших родственников, которые либо болели ковид, либо болели сопутствующими ковид заболеваниями, то есть с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, для того, чтобы все-таки иметь более полную информацию, потому что все-таки нам кажется, во всяком случае, я говорю свою субъективную позицию, что недостаточно обеспечены медицинским обслуживанием и необходимыми средствами для того, чтобы защитить наше население на оккупированной территории. И еще один инструмент, теперь прививка российская «Спутник Ви», так называемая, которая не прошла третью стадию клинического испытания, уже завезена в том числе и на оккупированный полуостров. И там начали прививать медиков и учителей. Вот, на словах она, конечно же, не обязательная, но кампанию развернули широко, и в духе советского времени там все строем должны идти прививаться. Вот осталась у нас буквально 1 минута. Короткий совет тем, кто не хочет делать эту прививку, как им можно отказаться от нее, при этом не пострадав, не лишившись там работы, я не знаю, не получив выговор от начальства.
Конечно, в минуту очень сложно уложиться, но я хочу сказать, У нас как больше врач нет, к по сожалению, первому времени. Да, как врач по первому образованию, я все-таки считаю, что прививка, вакцинация– это один из способов преодоления, да, инфекционных болезней. Но в данном случае действительно вакцина, разработанная россиянами, она несет угрозу. И есть случаи именно смертности, в частности, так называемый мэр Ялты. Поэтому в данном случае, конечно же, нужно писать заявление и стараться и искать возможность прививаться качественными вакцинами. Конечно, это очень большая проблема в условиях оккупации. Поэтому в данном случае очень тяжело что-либо посоветовать, но то, что вакцина российская, она небезопасна, об этом пока говорят все авторитетные клиники в мире, в том числе и в Турции. Благодарю вас за то, что были с нами в эфире. Искандер Бариев, член Меджлиса и руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на связи. А буквально через 5 минут в нашем эфире Заман Сурине Ситумеровой. Поэтому не переключайте и не пропустите для того, чтобы узнать самые актуальные новости оккупированного Крыма и материка.